На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Новобранцы вооруженных сил Абхазии приняли присягу. Молодые бойцы распределены по подразделениям и частям Минобороны. Один из шедших впереди не стало ветерана национально-освободительного движения абхазского народа Клементия Джинджолия. Эти награды давали в бою. 4 декабря исполнилось 29 лет со дня установления медалей Героя Абхазии за отвагу и ордена Леона. Начнем с официальной хроники. Указом президента Абхазии Аслана Бжания 6 декабря Вальтер Будба назначен министром внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Вальтер Сергеевич Будба в 1998 году окончил Абхазский государственный университет по специальности юриспруденция. В 2020-м окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное управление. С 2014 по 2016 год первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия. С 2016 руководитель структур экономической безопасности и противодействия коррупции крупнейших акционерных обществ. И 6 декабря президент республики представил личному составу МВД назначенного на должность министра внутренних дел Вальтера Будба. Аслан Бжания поблагодарил экс-министра Дмитрия Дбар за службу, обратившись к коллективу ведомства. Президент отметил, что в целом он удовлетворен работой органов внутренних дел и впредь будет поддерживать сотрудников милиции. А работа личного состава МВД должна складываться активно, поступательно и строго в соответствии с законом. Со своей стороны министр внутренних дел Вальтер Будба заверил руководство страны, что будут приложены все усилия, чтобы выполнить задачи, поставленные перед сотрудниками органов внутренних дел. Сегодня подписан указ о новом министре внутренних дел. В этом коллективе товарища Будба знают многие. Я надеюсь, с его приходом то правильное та наступательность, которая проявляла в последнее время наша милиция, будет продолжена. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить бывшего министра внутренних дел товарища Дбара, поблагодарить исполняющего обязанности, за эти 1,5 месяца дважды исполнял обязанности генерала Аджеба, и сказать им за службу слова благодарности. Какие требования к милиции? Кроме того, что мы с вами знаем, кроме того, что прописано, кроме того, что закон обязывает, или в рамках того, что закон обязывает, значит, действовать надо наступательно. Инициатива должна быть всегда на стороне сотрудников органов внутренних дел. За вами право, за вами в большинстве случаев правда, и вам нужно действовать решительно там, где обстоятельства того требуют. Не бойтесь быть непонятыми. Это совершенно не означает, что мы будем поощрять беззаконие со стороны сотрудников милиции. Нет, все должно быть в рамках существующих законов и правил. Защитить всегда сотрудника милиции, который действовал в рамках закона, мы сможем. В этом вы можете не сомневаться. Поэтому еще раз хотел бы сказать, что тот темп, который Министерство внутренних дел, та активность, которая была, мы должны в этом ключе действовать дальше. Вопросы эпидемиологической обстановки и предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел обсудили президент Абхазии Аслан Бжания с членами Совета безопасности Абхазии. На заседание был приглашен министр здравоохранения Эдуард Будба. Он доложил членам Совбеза о ситуации и мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
По информации главы Минздрава, ситуация с распространением COVID-19 остается сложной. Спад заболеваемости не наблюдается. Среднесуточные показатели за последнее время не изменились. К сожалению, растет число летальных случаев, сказал Эдуард Будба. Министр также проинформировал, что заполняемость ковидных стационаров не изменилась, отметив, что течение болезни проходит сложнее. Будба также сообщил, что темпы вакцинации граждан снизились. Всего в республике вакцинировались 12 887 человек, сказал он. Министр также доложил членам Совбеза о том, что, несмотря на все сложности, медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Есть сложности с дорогостоящими препаратами Артлегия и Актемра. Министр связывает причины экспонентного роста заболеваемости с игнорированием населением ограничительных мер. Члены Совбеза обсудили и другие актуальные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба президента. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 4 декабря тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 341 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них. В Гагрской ЦРБ умер мужчина 1932 года рождения. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 35 407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28 822 человека. Амбулаторный центр COVID-19 в Сухуме теперь работает на базе санатория МВО «Корпус-10». Он был создан в ноябре 2019 для поддержки пациентов с легкой формой заболевания и с этого времени успел оказать помощь более 3000 пациентов и ответить на почти 12 500 обращений. Видеорепортажи о работе амбулаторного центра смотрите в нашем эфире. Новобранцы вооруженных сил Абхазии приняли присягу. Очередной поток осенне-зимнего призыва пополнил учебный центр еще месяц назад. И теперь, после прохождения спецподготовки, молодые бойцы распределены по подразделениям и частям Минобороны. Клятву верности Родине 4 декабря на плацу Министерства обороны заслушала и наша съемочная группа. Подробности в следующем материале. Первое почетное знамя. Первый автомат в руках. Первая такая важная и оттого столь волнительная клятва – верно служить Родине и защищать ее до последней капли крови. Это теперь не в фильмах и не в книжках, а в их новой абсолютной реальности. Отныне эти молодые люди на страже нашего мира. Они пополнили ряды вооруженных сил республики. Сегодня они принесут клятву, согласно которой ставят честь и Родину превыше своей жизни. Товарищ полковник, личный состав молодого пополнения к ритуалу приведения военной присяги построен. Начальник учебного центра подполковник Барцыц. Каждый новобранец выходил, зачитывал присягу, ставил подпись в ведомости, после чего его зачисление в ряды вооруженных сил считается официальным. Я вам скажу, это знаменательный день для каждого гражданина Республики Абхазия. Я надеюсь, нет, я уверен, что вы с достоинством будете нести службу в воинских частях и отдельных подразделениях Министерства обороны Республики Абхазия. С достоинством для того, чтобы почтить память наших старших героев, которые сложили голову ради свободы нашей республики. По достижении 18 лет молодым людям приходит повестка в армию. В случае отсутствия проблем со здоровьем они проходят учебную подготовку. Сын не для семьи, а для Родины. Эта пословица в стенах Минобороны как нельзя кстати. Провожают своих бойцов родные и близкие. И если с мамами говорить тяжело, слезы давят голосовые связки, то тети новобранцев едины во мнении. Парень обязан служить. В нашей молодости вообще это было ненормально, чтобы парень не служил. Я думаю, что обязательно это нужно. Обязательно должны служить наши мальчики. И это гордость. И вот сегодня почувствовали, что они выросли. Они уже взрослые, они мужчины. И в наше время, и в будущем, и раньше тоже служили. Это всегда должно быть. Каждый мужской пол, каждый мужчина, каждый молодой человек, он должен знать, как защитить свою родину и служить своей родине, своему народу. Ваш мальчик
хотел служить в армии? С каким Очень чувством хотел, отпускаете? очень хотел, с большим удовольствием, с большой надеждой, что он еще больше, он и до этого тоже, он всегда хотел, имел желание служить, ждал этого времени, пришло это время, а теперь мы очень радуемся, конечно, всему этому. Дай Бог всем здоровья, дай Бог, чтобы каждый имел такое желание служить своей родине. Многие из этих ребят никогда не видели вблизи оружие. НВП не во всех школах страны на должном уровне. Сегодня, после месяца подготовки в учебном центре, Калашников – их верный друг и товарищ, разобрать который, почистить и собрать обратно они могут с закрытыми глазами, даже в темноте. И эта программа минимум для настоящего мужчины, уверен начальник центра Андрей Барциц. В течение месяца в стенах учебного центра Министерства обороны личный состав новобранцев готовился к принятию военной присяги. Сегодня в торжественной обстановке они приняли военную присягу и качественно будут распределены по воинским частям и отдельным подразделениям. Осенняя призывная кампания продолжается. Это очередной поток направляется в вооруженные силы. В дальнейшем еще будут принятия военной присяги. Мы будем готовить личный состав. Необходимым военным азам они обучены. В дальнейшем они будут совершенствовать свое военное мастерство уже в воинских частях. Для каждого гражданина Республики Абхазия служба в армии является честью. Это священный долг каждого гражданина. И на мой взгляд, если все граждане призывного возраста придут, отслужат в стенах учебного центра, пройдут курс молодого бойца и в дальнейшем распределятся и отслужат, ситуация в целом в республике, я считаю, что улучшится, так как в армии вырабатывается воля, характер, дисциплина. В дальнейшем только ему будет легче сталкиваться с определенными трудностями. Мотострелковый батальон, артиллерия, танковые, разведывательные войска. Ребят будут обучать по самым разным направлениям. Безусловно, окончательные решения по распределению остаются за руководством. Но и у самих новобранцев есть пожелания. Так Нестор Ачба с детства мечтал о танковых. Так точно, каждый военнослужащий, военнообязанный должен служить в армии, так как это учит мужчину тому, чтобы дисциплинированным быть, также дисциплинированным и много других качеств развивает военная служба. Среди таковых можно перечислить ознакомление с оружием, для того, чтобы военнослужащий знал, какие оружия бывают, как в случае необходимости данное оружие применить и защитить себя, своих близких, свою страну. Для этого необходимо каждому мужчине пройти данный курс молодого бойца и отслужить назначенное ему время. Скажи, а вот какие войска тебя вообще привлекают, если, допустим, ты бы продолжал, военную карьеру? В каких войсках? Танковые. Почему? С детства увлекаюсь танками, так сложилось. И вот хочу попасть в танковые войска. Год для тех, кто с высшим образованием, и 1,5 для тех, кто со средним, продлится служба в вооруженных силах Республики Абхазия. За это время молодых людей обучат азам военного дела, командному духу, поднимут уровень физической и моральной подготовки. И пускай полученные знания ребятам придется применять лишь в мирное время. Рустам Зантария, Илана Казанба, Георгий Кутарба, Абаза ТВ. МИД России назвал действия ВВС США над Черным морем угрозой для гражданской авиации. Самолет Тель-Авив-Москва утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО. Действия ВВС США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с самолетом над Черным морем. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей, отметила Захарова в своем телеграм-канале. Она добавила, что увеличивавшаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.
Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам, заключила представитель МИД. Один из шедших впереди. Ушел из жизни ветеран национально-освободительного движения, общественный и государственный деятель, депутат Верховного Совета Республики Абхазия, Народного собрания парламента республики первого созыва, кавалер ордена Ахзапша третьей степени Клементий Джинджолия. Репортаж о его памяти в нашем выпуске. Большой, редкий, прямолинейный, честный, смелый. Друзья Клементия Джинджолия эпитеты подбирают недолго, потому что точно знают, каким был их друг. 3 десятилетия вместе делают эту утрату больной и тяжело принимаемой. Тем не менее, Клементия Джинджолия больше нет, и эта трагедия не только для тех, кто любил его и сопровождал по жизни. В этом уверены те, кто знал его лучше многих. Это был человек, который пахал за Отечество, но не любил голосить по этому поводу. Потому он был незаметным в обществе, даже в парламенте, в Верховном Совете, потом в парламенте, где мы вместе были. Это был, повторяю еще раз, трудяга. Человек, который из любой ситуации мог выйти. Не один. И других спасал. Что наше общество трансформируется и идет по такому пути, где люди подчеркивают значимость своей персоны в жизни общества. Это стало традицией, это стало привычкой, и сегодня трудно таких людей найти. Он отличался своей харизмой, вот. Человеком дела был. В принципе, никогда был в первых рядах во всех вопросах, но оставался при этом в тени. Вот такая у него была особенность. Вообще был человеком дела. Не столько слова, сколько дела. Вот. Не бросал на ветер слова, был очень решительный. Ну вот я подумал, если бы, допустим, где-то в 17-м году, в 21-м году он, конечно, был бы в первых рядах, наверное, все же. По своей натуре он был революционером, по большому счету. Такой характер, бунтарский, мятежный характер у него был. Вот. Очень спокойный, производил впечатление. Но и очень взрывной человек был, как вулкан. Потом, знаете, вот, вспоминаю почему-то Маяковского строчки. Дразните меньше, чем у нищего копеек, у вас изумрудов безумие. Помните, погибла Помпея, когда раздразнили Везувий. Вот такое впечатление он вообще производил. Клементий Джинджолия родился в селе Бедия, в традиционной абхазской семье, где почитали трудолюбие, уважение к человеку, гостеприимство. Этим традициям и качествам он хранил верность всю жизнь. И когда работал в комсомольских партийных советских органах, и когда возглавлял профсоюзную организацию «Шахтоуправление Ткварчельское». Кстати, именно с этим периодом его трудовой жизни связан один из эпизодов, который характеризует Клементия Котевича. И он добился невозможного, фактически он это сделал. Он ездил в Москву, он надоел Щадову, министру угольной промышленности. Он говорит: Клементий, что ты хочешь? Каким образом ты проник в лифт, говорит, правительственный? И, короче говоря, он его в итоге упросил, и он прямо в лифте подписал документ о выведении из подчинения Грузии шахтоуправления, понимаете, и подчинил непосредственно в Москве. И с этим документом приехал, этого вот он добился. И, конечно, его очень многие, не особенно, там же все через Кутаиси шло. Он все это фактически, со своими соратниками, ребят, но он был главной фигурой, он это все поломал. Клементий Джинджолия был одним из организаторов отделения Народного форума Айтглера в Ткварчале, активный участник национально-освободительного движения. Готовились выборы в Верховный Совет Абхазии в тот сложнейший период, то вот республиканская организация Айтглера предложила его в качестве одного из кандидатов. Выбор был замечательный.
Вот, порчейцы ее поддержали, и он, значит, был единогласно в своем округе избран депутатом парламента. Вот мы вместе, я тоже был избран, в наш города еще был Давид Чичевич, мы вместе, Давид Чичевич Пилия, мы вместе приезжали на сессии Климента Готовича, была машина «Жигули» старенькая. Вот он возил нас, значит, каждый день мы приезжали на сессии и прошли весь этот сложнейший путь от с начала и до конца. Его принципиальное мнение по обсуждавшимся вопросам, его принципиальный подход, значит, обязательно оказывал влияние на решения, которые мы принимали в нашей среде, так сказать. Мы прислушивались к нему, потому что это был человек, который, так сказать, попадал в точку, что называется. Друзья говорят, что потеряли в лице Клементия Джинджулия опору, надежность и ту самую житейскую мудрость, которой он делился с близкими. Его не было на трибунах, он не давал интервью, не хотел должностей и кабинетов, но очень сильно болел за происходящие в стране процессы. Все то, что происходило в послевоенной Абхазии, даже уже во время войны он видел сходы тех процессов, которые потом развернулись после войны. Он это не мог пережить. Для него это была сердечной перезагрузкой. И мы чувствовали, что он не выдержит, потому что это был такой груз нести, психологический, моральный груз нести. Значит, он столько отдал родине, он столько отдал людям. И, знаете, как будто все это бессмысленно и безрезультатно. Все это кануло в мир небытия для него. И он это пережить не мог. Душа болела за то, что, в принципе, мы были все сторонники, и не только сторонники, но и проводили линию построения государства. Но в последние годы, в последнее время произошел такой существенный сбой, и стало понятно, что вообще какие-то непонятные люди начали появляться, и какой-то, в общем, курс был избран, тоже аморфный, естественно. И это его очень раздражало, ему нравились слова, я как-то, в общем, процитировал из времен французской революции слова, что революции задумывают идеалисты, а плодами пользуются негодяи. А их плодами пользуются негодяи. Вот. Ну, вот примерно такая оценка была, понимаете, у него. Ну, он очень болезненно реагировал на все эти вещи. Близкие Клементия Джинджулия отмечают, что особо его выводили из равновесия исторические фальсификации. Особенно очень разочарован был, когда начинали, в общем, какие-то люди выступать и рассказывать какие-то мифические вещи, в которых они не принимали никакого участия, а потом еще выяснялось, что они даже боевые ордена имели, хотя никакого отношения вообще не имели, понимаете? Вот он кого называл, я говорю вам, Лаврик Гулава, вот, который был рядом с ним всегда, Джинджулия, Валера, Нукзар Агырба был, Давид Чичевич был, понимаете, Пилия. Вот. Ну, еще там довольно много людей его окружали. Его характер называют взрывным. Говорил, что думает, правду, кто бы перед ним ни находился. Есть даже известная история, хорошо раскрывающая эту деталь характера. Вот 17 марта 1991 года, когда проводился всесоюзный референдум о сохранении СССР, так сказать, мы участвовали в нем не потому, что хотели действительно сохранить, но мы знали, что, проголосовав за сохранение Советского Союза, мы выходим из состава Грузии по действовавшему закону, поскольку Грузия проголосовала за выход уже, так сказать, на другом референдуме, за выход из состава СССР. Поэтому с большим трудом, конечно, грузины препятствовали этому, удалось провести этот референдум, и в этом референдуме, значит,
он тоже проявил такое свое активное такое участие, большую помощь оказал, поскольку это шахтоуправление, профсоюзная организация, крупнейшее, значит, предприятие. Он там такую работу провел, так сказать, разъяснительную. Он не мог заставить людей прийти там, значит, и проголосовать, но вот эта разъяснительная работа, которая проводилась им и другими товарищами, она привела к тому, что город фактически проголосовал целиком за сохранение Советского Союза. Когда этот референдум закончился, нужно было подводить итоги, а знаете, итоги, ведь грузинское руководство было у нас, оно, так сказать, не хочет, так сказать, чтобы Абхазия, чтобы Творчили проголосовал за сохранение референдума. И туда был командирован, насколько я помню, был командирован министр внутренних дел Ламинации. Был такой Ламинации. Он был командирован в Творчили для того, чтобы проконтролировать, значит, вот, подсчет голосов и сделать так, чтобы, так сказать, город не проголосовал за. Да, но делались такие вещи, поправки делались. Значит, власть-то у них была. И вот мы, наша группа, значит, вместе с Клементием стоим возле здания городского комитета партии, там, где, значит, встреча проходила Ламанядзе с руководителями городскими. И Клемент чутьем, значит, понял, что там что-то неладно. И он, значит, он буквально ворвался в помещение там, где они находились, и мы услышали, ну, так, мягко скажу, так сказать, такой громкий разговор, после которого Ламинадзе вышел оттуда как ошпаренный, сел в машину и уехал. Да. Я думаю, что это тоже повлияло на подсчет голосов. При решении практических вопросов мнением Клементия Джинджулия интересовался и президент Владислав Ардзинба, в особенности по части всего, что касалось МЧС. По решению Верховного Совета Джинджулия представлял абхазскую сторону в Сочи в организации наземной операции доставки в Творчал гуманитарной помощи и вывоза большого количества беженцев силами МЧС России. Клементий Джинджулия отметил 2 ноября свой 69-й день рождения. Он много времени проводил с семьей, друзья говорят о нем как о чутком отце и большом семьянине. Месяц Клементий Джинджулия болел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Как рассказывают близкие, сначала он был настроен оптимистично и даже говорил друзьям, что совсем скоро они снова будут гулять по набережной. Теперь же друзья гуляют без него, но в то же время с ним. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Валерий Кварчи выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти Клементия Джинджулия. В соболезновании, в частности, говорится: ушел из жизни ветеран национально-освободительного движения, общественный и государственный деятель, депутат Верховного Совета Республики Абхазия, Народного собрания парламента Республики первого созыва, кавалер ордена Акцепша третьей степени. Мы знали Клементия Котевича как человека, отличавшегося своей искренностью, прямотой, патриотизмом, чувством высокой гражданской ответственности. Он всегда вызывал уважение у окружавших его людей и создавал вокруг себя атмосферу добра и взаимопонимания. Его безвременный уход из жизни – большая потеря для всех. Светлая память о Клементии Джинджулия навсегда останется в сердцах его близких, его многочисленных друзей и коллег. После выпуска новостей смотрите программу «Время и мысли» из архива с участием Клементия Джинджулия. МИД заявляет, при осуществлении иностранными неправительственными и международными организациями своей деятельности на территории Республики Абхазия, в том числе при подготовке встреч с представителями молодежи республики, организации дискуссий, круглых столов и семинаров, распространении информационных материалов, а также при подготовке встреч с представителями руководства и общественных организаций Грузии, требуется обязательное предварительное согласование любых проектов с Министерством иностранных дел Республики Абхазия.
Об этом говорится в заявлении МИД относительно диалога международных организаций и НПО с представителями Грузии. Также в нем указывается, что иностранными неправительственными и международными организациями должны представляться в Министерстве иностранных дел Абхазии отчеты о деятельности по реализации программ, проектов, персональном составе работников, а также документы, содержащие сведения об источниках финансирования и целях расходования данных средств. На базе посольства Республики Абхазия в Российской Федерации в Москве будет открыт Центр поддержки молодежи «Будущее Абхазии». Запуск проекта состоится в начале нового года. Представители абхазской молодежи, проживающие в Республике Абхазия и Российской Федерации, смогут обращаться в Центр по вопросам поступления в высшие учебные заведения России, прохождения стажировок и программ повышения квалификации, временного трудоустройства в России. На сайте МИД Абхазии и посольства Абхазии в России можно будет заполнить заявку с запросом на поддержку. Также будет запущен единый номер телефона для наших граждан. Память о героях жива. 29 лет прошло со дня трагической утраты легендарного воина и командира, героя Отечественной войны народа Абхазии Мушни Хварцкия. Ученый, археолог Хварцкия погиб 6 декабря 1992 года на Восточном фронте в бою за село Лашкендар. 30 декабря 1993 года указом председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Арцинба Мушни Хварцкия был посмертно удостоен звания Героя Абхазии. Его имя золотыми буквами вписано в историю Апсны и служит примером мужества и самоотверженности, доблести и чести, преданности и беззаветной любви к родине. Сегодня в нашей программе передача памяти Мушни Хварцкия. Эти награды давали в бою. 4 декабря исполнилось 29 лет со дня установления боевых наград Республики Абхазия, медалей Героя Абхазии за отвагу и Ордена Леона. Решение об их утверждении принималось в сложнейший период, в самый разгар военных действий. Несмотря на это, первые герои были удостоены медалей уже в декабре 1993-го. О том, как принимали решения и выбирали лучшие эскизы высших боевых наград, где чеканили медали и ордена, расскажет Илана Казанба. 4 декабря 1992 года было не по-зимнему солнечным днем. В 5-й месяц ожесточенных боевых действий на территории Республики Абхазия, развязанных реваншистским режимом Грузии, в Гудауте на экстренную сессию собирается Верховный Совет. Нескончаемая война и проблемы, вызванные ею, послужили причиной проведения в Гудауте сессии парламента Абхазии, где обсуждалась военно-политическая ситуация в республике. Здесь же постановлением Верховного Совета Абхазии была создана система боевых наград Республики Абхазия. Первой наградой стали звание и медаль Героя Абхазии, высшая степень отличия, а также медаль за отвагу и Орден Леона. Это было в процессе войны. В начале декабря была у нас сессия парламента в Гудаутах. У нас был кворум, кстати говоря. Я был тогда членом президиума, у нас 9 человек было в президиуме Верховного Совета, трое абхазцев, 3 грузин и 3 других национальностей. И из других национальностей, вот как раз абхазцев были Ардзенба, Озган и я. Из других национальностей у нас были Тополян и Воронов. У нас был кворум, мы могли проводить заседания. Вот тогда у Владислава Григорьевича родилась идея создания наград за боевые заслуги, поскольку к этому времени в этих кровопролитных боях уже были рядом наших бойцов проявлены мужество и героизм при защите Отечества. У войны свои герои. Так начался долгий путь конкурса и отбора лучших представленных художниками работ. И проводилось это все, что необходимо подчеркнуть особо, в самый разгар боевых действий. Мы остановились на наградах, которые предложил известный, очень талантливый абхазский художник Валерий Гамгия. Это медаль Героя Абхазии, это высшая награда за боевые заслуги, Орден Леона и медаль за отвагу. Вот эти 3 награды были утверждены Верховным Советом 4 декабря. После утверждения эскиза Валерия Гамгия встал вопрос производства боевых наград.
Завод «Заря» в городе Ткварчал на улице Чанба был открыт в 1986 году. Изначально это был филиал Ленинградской «Зари». Здесь производили оборудование для связи для гражданской и военной отраслей. Именно здесь в 1992 году начали производство первых боевых наград Республики Абхазия. Конечно, в ту пору завод не был готов к организации производства медалей и орденов, но переквалифицироваться для ткварчельских передовиков труда не составило. Они создали штампы и в течение недели наладили изготовление наград. Каждого подвиг был разен, да? На тот период, исходя из того оборудования, которое находилось на территории, непосредственно в базу помощи для данного производства пришлось оборудование, так называемые штампы, пресса. Вот. Ну, соответственно, мы в мирное время не рисовали этих штампов под эту медаль, не предвещали войну. Мастер-модели были отлиты с помощью художников, с помощью токарей выфрезерованы. Вот. Можно посмотреть, да, сегодня, я извиняюсь, что от темы отхожу, сегодня некоторые ордена и медали уходят в очень такой сложный вид. Там много значков, много слов, да, там много разных элементов. А если мы сравним там первые наши медали, то как бы сразу отражается какая-то простота, можно сказать. Это не простота, это простота обоснована тем, что был приказ, можно сказать, и нам надо было его исполнить. Свидетелей этих событий, увы, с каждым годом все меньше. Те, кто тогда вытачивал первые ордена, сегодня болеют и не смогли пообщаться с нашей съемочной группой. Георгий Харчилава рассказывает, что принцип изготовления наград остался прежним, за некоторым исключением. В начале 90-х медали в основном штамповали, теперь все больше применяют литье. Когда получаем восковую модель, значит, ее способом литья отливаем, получаем уже ее в металле. И вот с помощью сырой резины уже на будущий, да, поток производства мы запекаем ее, и у нас получается уже мастер-модель самой формы, с помощью которой мы уже потом делаем, ну, можно сказать, неограниченное количество медалей. С самого начала Отечественной войны народа Абхазии ряд бойцов абхазской армии успели проявить беспрецедентное мужество и героизм. Их имена первыми вошли в постановление Верховного Совета Республики Абхазия о присвоении звания Героя Абхазии. Это копия того самого постановления от 30 декабря 1993 года, согласно которому 10 военнослужащим за мужество и героизм присваивается высшее звание Героя, еще 15 оно присвоено посмертно. Изначально было предложение не расширять представленный список. Позже трактовка наград была расширена. Илана Казамба, Сасрыква Агухава, Торник Амичба, Абаза ТВ. Министерство по налогам и сборам объявило конкурс на должности в создающееся антикоррупционное управление. Это рабочее название. Создание нового управления обусловлено исполнением закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами. Требования к соискателям: высшее образование, предпочтительно юридическое, знание ПК-программ Excel, Word, высокая ответственность, коммуникабельность, исполнительность. Резюме принимаются на электронный адрес ведомства либо в отделе кадров МНС. Телефоны для справок 226 97 03 907 97 03. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия, возглавляемая заслуженным артистом России Дубровским, определила группу абитуриентов, рекомендованных к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина по специальности актерское искусство в 2022 году. В течение 3 дней абитуриенты прошли несколько видов испытаний: экзамены по актерскому мастерству и пластике, а также теоретическое испытание, коллоквиум, который позволил выявить у претендентов на учебу в театральном училище их знания в сфере театра, искусства, литературы, живописи. Из 30 человек, претендовавших на поступление в училище, комиссия отобрала 15 абитуриентов, 10 юношей и 5 девушек. Сообщение спасателей: обнаружено тело 32-летнего охотника Бето Квиквискири, пропавшего в горной местности в районе Ткварчала около 10:00 5 декабря, сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели не прекращали поиски Квиквискири в окрестностях Ткварчала с 30 ноября.
В тот же день нашли тело жительницы поселка Поляна Тхорчалского района Майи Кокоевой в реке Алзга. Сотрудники пожарно-спасательной части Тхорчала провели операцию по извлечению и доставке ее тела к месту бывшего проживания. Правоохранительные органы разыскивали ее с 24 ноября. По предварительной версии, Кокоева сорвалась со скалы и упала в реку. Спорт. Даниил Харчилава стал победителем традиционных всероссийских соревнований по вольной борьбе среди мужчин памяти заслуженного мастера спорта СССР Владимира Паршукова, которые проходили 4-5 числа в Сыктывкаре, сообщает Госкомспорт. Даниил Харчилава выступал в весовой категории до 65 килограммов и представлял Калининградскую область. Абхазский спортсмен также был отмечен специальным призом за лучшую борцовскую технику. Даниил Харчилава – воспитанник тренера Размика Алабяна, тренируется сейчас и учится в Калининграде в училище Олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Хаджаевых. Кемал Возба одержал первую победу на всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. Турнир стартовал 5 декабря в Москве. В нем принимают участие 226 боксеров из 50 регионов России. Кемал Возба выступает в весовой категории до 40 килограммов и представляет Краснодарский край. Первый бой Кемала состоялся 5 числа. Он одержал победу над спортсменом из Московской области. Тренирует нашего спортсмена Ираклий Цурцумия. Демьян Лепсая стал чемпионом Южного федерального округа по карате Кёкусинкай. Чемпионат прошел 4-5 декабря в Волгограде. Всего в турнире приняли участие свыше 200 спортсменов. Демьян Лепсая, воспитанник мастера спорта Абхазии Зураба Мурадяна, выступал в возрастной категории 14-15 лет до 45 килограммов. Абхазский спортсмен попал в сборную Волгограда и прошел отбор на чемпионат России, в составе которой будет участвовать в турнире. Сейчас о погоде. Во вторник, 7 декабря, в Абхазии облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 12, днем до 20 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.